10 лет исполнилось Совету при президенте России по межнациональным отношениям и реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. По этому случаю в Москве прошла Всероссийская конференция «Россия. Единство и многообразие». Приветствие участникам направил президент Владимир Путин. Выступая на конференции, первый заместитель председателя Думрев, доктор теологии Дамир Мухиддинов, призвал переосмыслить истоки российской цивилизации на онтологическом уровне. Он также подчеркнул, что необходимо дать возможность народам России изучать родные языки от детского сада до вуза. О необходимости продлевать жизнь языков народов России заявил и академик, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматуллин. По его мнению, языки малых народов должны быть престижными, а национальные школы поддерживаться. Наследие другого Нигматуллина, купца и старосты татарской общины начала 20 века, возрождают в Чите. После реставрации открылся старинный дом купца, находившийся в комплексе Читинской соборной мечети. Именно Рахматулла Нигматуллин выделил собственный участок для строительства на нем соборной мечети Читы. В Забайкальском госуниверситете состоялись 9-е фахридиновские чтения с участием губернатора края Александра Осипова, профессора Дамира Мухиддинова, имама Мухтасиба Забайкальского края Алмаза Салахова. Духовный лидер российских мусульман муфти шейх Равиль Гайнуддин принял участие в заседании Российского организационного комитета «Победа», прошедшем 15 ноября под председательством президента Владимира Путина. Память о Великой Отечественной войне и Великой Победе сохраняется и возрождается мусульманами России. В частности, в строящемся исламском духовно-просветительском центре Волоколамска открылась мемориальная табличка в память о подвиге героев-панфиловцев. Российская академическая наука активно развивает восточное направление, как в изучении цивилизации Востока, так и в выстраивании с ними научного сотрудничества. Ярким проявлением тренда стала международная конференция «Пути и страны цивилизации Востока в исторической динамике» в Уральском федеральном университете. Одно из секционных заседаний «Россия и мусульманский мир» к 1000-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии было проведено совместно с Духовным управлением мусульман Российской Федерации и входящим в его состав Уральским мухтасибатом. С докладами выступили профессор Мухиддинов и полномочный представитель муфтия имам Мухтасиб Артур Мухуддинов. Глубокое уважение вызывает защита российским лидером Владимиром Путиным исламских и традиционных ценностей, заявил министр транспорта Пакистана Асад Мехмуд на встрече с муфтием Гайнуддином. Более 20 стран исламского мира направили своих делегатов для участия в 20-м Московском международном конкурсе чтецов Корана. Он проходит в Московской соборной мечети в честь 1000-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Событие войдет в историю тем, что почетный гость муфтия Гайнуддина, главный имам мечети пророка Лучезарной Медины Абдуль-Мухсин Аль-Касим, возглавил пятничную молитву в стенах главного мусульманского храма страны.